Степан Дмитриевич Нефедов родился 8 ноября 1876 года в селе Баево Алатырского уезда Симбирской губернии, ныне Ордатовский район Республики Мордовия, в христианской семье. Окончил церковно-приходскую школу в селе Алтышево. В 1892 году семья переехала в Алатырь. Первые уроки изобразительного искусства получил в иконописных мастерских Алатыре и Казани, где занимался росписью церквей приволжских сел и городов. С 1902 года учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Сначала на живописном отделении, потом скульптурном. С 1906 по 1916 годы скульптор живет в Италии и Франции. Именно здесь он совершенствует свое мастерство и получает мировое признание. Известность приходит скульптору под псевдонимом Эрзи, происходящим от названия эрзяноязычной группы мордовского народа, выходцем из которой он был. В 1914 году началась Первая мировая война, и Степан Эрзя вернулся в Россию. В военное время он работал санитаром в Московском военном госпитале. Времени на занятия скульптурой у него почти не оставалось. Помимо излюбленного мрамора, мастер начал экспериментировать и с новым для себя материалом – цементом, железобетоном, металлом. В этот же период он знакомится с деревянной скульптурой. С 1918 по 1926 год Степан Эрзя жил на Урале и Кавказе, куда отправился в поисках редких пород мрамора. В 1926 году он принял решение об эмиграции. Уехал сначала в Париж, а оттуда в Аргентину. В Аргентине Степан Эрзя поселился на окраине Буэнос-Айреса. Он участвовал в местных выставках, на собственные деньги издавал брошюры о своем творчестве. За годы жизни в Буэнос-Айресе Эрзя научился создавать скульптуры из экзотических пород дерева – квебрахо и альгаробо. Необыкновенно твердая древесина требовала долгой обработки, но это окупался качествами, выразительной текстурой и красивыми оттенками. Всего за годы жизни в Аргентине он создал более 180 скульптур из разных материалов. В 1950 году Степан Эрзя вернулся в СССР. Правительство выделило ему мастерскую в Москве, где Эрзя организовал постоянную выставку своих работ. В 1956 году скульптора наградили орденом Трудового Красного Знамени. Степан Эрзя умер 24 ноября 1959 года. Его похоронили в столице родной Мордовии, Саранске. Именем скульптора назвали несколько художественных музеев, улицы в Москве и в Саранске. В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее Ивана Дмитриевича Воронина хранится большая коллекция мемориальных вещей выдающегося скульптора. В постоянной экспозиции музея посетители могут увидеть шляпу, пенал и этюдник Степана Дмитриевича. Кроме того, в фондах музея хранятся и другие вещи мастера. Перед вами резцы для бормашины. Именно с помощью таких приспособлений Степан Дмитриевич Эрзя делал свои выдающиеся произведения искусства. Также перед вами другие вещи скульптора. Это металлическая коробка для хранения резцов, сапоги, будильник и чемодан, с которым Степан Эрзя вернулся из Аргентины на родину. Все эти вещи были переданы в музей в 1964 году из картинной галереи. И это далеко не полный список мемориальных вещей Степана Дмитриевича Эрзя, хранящихся в фондах музея.